Дорогие друзья, вы слышите и только что видели на экране одну из тех, кто сегодня пришел к нам в студию. Дело в том, что сейчас, именно в эти дни, по 21 июня, только по 21 июня, в Нью-Йорке проходит совершенно уникальное событие. Это огромный фестиваль еврейских искусств, еврейской культуры, театральной, музыкальной, литературы, языка идыш, кино. То есть действительно фестиваль еврейской культуры, к сожалению, вот я сожалею только об одном. Такое количество событий, что даже если вы будете ходить каждый день по нескольку раз в день, на несколько событий в день, вы все равно не успеете все посмотреть, а смотреть надо как можно больше, потому что приехали исполнители буквально со всего мира, от Австралии до Румынии, из Англии, вот наши сегодняшние гости, которую вы только что слышали, которая потрясающе поет, и мне даже жалко, что ее так рано остановили. Я думаю, что, может быть, мы в конце программы снова дадим послушать народу это. Ее зовут Полина Шепард, и она приехала из Лондона. А другой мой сегодняшний гость приехал из города Тель-Авива, но так же, как и Полина, он говорит по-русски. И, кроме того, он огромный, уникальный знаток языка идыш и основал даже театр на языке идыш, и не где-нибудь, а в Израиле, в городе Тель-Авиве. Как вы видите, у нас очень интересные гости, но прежде чем начать разговор с ним, я хочу еще раз сказать, что событий так много, и осталось так мало дней, что есть одна только возможность. Пойдите на сайт, попросите знакомых, если у вас нет интернета, вдруг. Сайт называется Kulturfest, начинается с буквы K, kulturfestnyc.org. И там подробнейшим образом показано, рассказано, куда ехать, где смотреть, что смотреть и так далее. Я успела послушать феноменальную совершенно исполнительницу, которая вообще-то живет в Норвегии, где она родилась, но имеет корни из всех стран Европы, пожалуй, от Польши до Венгрии и так далее. Ее фамилия Кахана, я надеюсь, что вы еще услышите ее. К сожалению, концерт был только днем. Я видела феноменальный совершенно спектакль театра, который основал мой сегодняшний гость, доктор Шмуэль Ацман-Вирцер. Он настаивает на том, чтобы его называли доктор, потому что он ученый. Так вот, театр называется «Идышшпиль». И, к сожалению, больше они всего 2 раза показали спектакль под названием «Монологи», я бы перевела как «Монологи кишечного тракта», или «Желудочно-кишечного тракта», или «Пищеварительного тракта», как хотите. На идыше это «Кишки-монологс». И это замечательная совершенно труппа, очень веселая, очень энергичная, но впереди у нас очень много интересных событий. И в частности, если вы хотите услышать Полину и ее замечательного мужа, играющего на кларнете и вообще ведущего исполнителя клезмерской музыки в Англии, то вы можете это сделать еще один единственный раз. Полина, когда? В четверг в Joe's Pub.
425 Лафайет-стрит, Joyous Pub, вход из здания публичного театра. Публичный театр – это большое, красное, красивое здание, которое находится на Лафайет-стрит, повторяю, дом 425. Когда вы войдете в подъезд, налево сразу Joyous Pub, прелестное совершенно место. А билеты недорогие, но их надо заказывать заранее, потому что, друзья, может их и не быть. Публика начинает узнавать, правда, с опозданием, к сожалению, не сразу, но я уверена, что последние концерты и спектакли пойдут уже при полном аншлаге, поэтому торопитесь. Итак, мне очень интересно, Полина, вот то, что мы сейчас слышали, это было совершенно феноменально, это была запись фестиваля, и я так поняла, что вы довольно много разъезжаете по фестивалям. Ой, разъезжаю так много, что иногда голова кругом, просыпаешься утром, не знаешь, где ты находишься. Но это потрясающая работа, мне нравится. Потрясающая работа, да. Это говорит о том, что культура еврейская имеет, что называется, большой спрос в мире. Ну, вы знаете, вот это конкретное видео, которое вы играли, это фестиваль 3 культур в Испании, в городе Мурсия. Мусульманская, христианская и еврейская культура были одинаково представлены широкой публике. И это было совсем недавно. Это было, ой, не помню. 2013 год, по-моему. Пару лет назад, да. И такие мероприятия случаются везде постоянно. Как получилось, что вы начали петь? И скажите нам, какая ваша девичья фамилия? Ой, Сковорода. Вы знаете, я когда приехала в Украину, и нас стали водить по всяким памятникам на Классфест Украину. Вот я увидела памятник Григорию Сковороде, который был предком, ну не прямым, у него самого детей не было, а его брат, у него были дети, и вот мой дедушка по маминой линии, Иван Григорьевич Сковорода, прямой предок вот этого философа и писателя, и сочинителя украинского 17 века. Для меня это, конечно, потрясающая история, хотя я, ну, в еврейские, как сказать, больше корни ушла. Да, вот, это вот часть ваша, другая часть вашей семьи. Да, ну я занимаюсь и этой культурой тоже. А как вы попали в Лондон? Вышла замуж, любовь. Любовь. А она возникла на почве музыки? Именно так. В 2001 году мой муж приехал преподавать в Украину, в Евпаторию, где проходил Классфест. И к нам приехали вы коллеги. Уже были клезмерские музыканты? Я уже выступала, у нас был ансамбль «Симха» в городе Казани, где я жила, училась в консерватории, мы уже путешествовали по всему Советскому Союзу, пели на идиш, ну как могли, играли клезмерскую музыку как могли, потому что традиция это прерванная, мы изучали это все. Вот, и я поехала учиться на этом фестивале, поскольку это был мой 3-й Классфест, я уже немножко знала, я уже выступала как полупрофессионал, и там вот был мой муж в числе заграничных мастеров. Ну и вот так вот оно все и получилось. И мы теперь работаем вместе, выступаем вместе. Вот я хочу, чтобы мы послушали сейчас запись, в которой представлен муж тоже. И песня, которая там исполняется, это, по-моему, ваша собственная. Вы вообще сочиняете? Большинство того, что мы играем, это теперь мои собственные Теперь песни. Ваши собственные песни. Народные тексты иногда. И то есть где вы их достаете, эти тексты? Как вы, они изданы? Парочку сама даже написала. То, что по-русски я пою, сама пишу тексты тоже. А вообще я просто покупаю книжки на идиш. Иногда поэты шлют мне свои стихи, и я тогда беру их стихи и пишу музыку. А вы научились читать на идише каким образом? К моему стыду я читаю очень медленно и говорю с большим стыдом. Но я понимаю, естественно, все, что я пою, естественно, я... Ну да, вы разбираетесь в этом тексте. Да, но поскольку практики разговора на идиш нету, я изучала идиш. У нас был пожилой человек в нашем комьюнити, по-русски не умею говорить, в нашем клубе еврейской культуры в Казани. И он как энтузиаст просто нам преподавал идиш. Вот я 2 года ходила, изучала. Вот, ну и сама по книжкам как-то где-то. Это поразительно. Кто бы мог подумать, что в Казани, мне, например, в Советском Союзе, что в Казани мог быть центр по изучению идиш и вообще центр еврейской культуры. Довольно много евреев, и они себя комфортабельно там чувствуют. Знаете, как у нас была перепись населения в 98 году, было 7 тысяч евреев. А потом такая огромная алия была, выезжали, и в 2005 году провели перепись населения, и 7 тысяч евреев.
Все равно 7 тысяч евреев. То есть они где-то там сидят и постепенно вылупляются. И... Вот, просто мне очень повезло находиться в городе, где уже существовал клезмерский ансамбль. Первый в Советском Союзе после перестройки. Ансамбль «Симха». Леонид Я Сонс никогда такой не был. могла себе У него был представить. дедушка клезмером из Жмеринки, из Житомира, прошу прощения. И он слышал, он говорил на идиш. Мне просто повезло, что он начал эту музыку представлять широкой публике. И я пришла, сначала увидела их концерт, а потом я пришла в молодежный клуб, он меня заметил как молодой талант. И уже через 3 месяца я выступала с этим ансамблем по всему Советскому Вы играли уже к тому времени на фортепиано, Да, конечно, у на меня клавишных. классическое образование, у меня музыкальная школа, Что всегда очень помогает. Очень помогает. Друзья, пора послушать Мервина и Полину в песне. Это значит, будет композиция, будет импровизация. Давайте послушаем эту запись и посмотрим. Это тоже какой-то фестиваль. В Бразилии. В Бразилии. Поскольку Мервин сегодня готовится к очередному концерту, у него репетиция, то Полина будет говорить за двоих. Поэтому, нет, у меня просто вопрос. Он тоже еврей? Каким образом он так хорошо вошел в эту культуру? Ой, у него еврей написано на лице, и во всей его музыке сквозит. Еврей еще какой, ну как сказать, как и я. То есть урожденный в Англии, да, но родился, его предки из Одессы и Киева, может быть, даже где-то там родственники. Он говорил немножко по-русски? Нет. Как интересно. У него была уже своя карьера до того, как вы встретились. Он продолжает выступать как солист, или вы теперь работаете все время вместе? У нас очень много разных проектов, мы работаем и вместе, и в трио, и в ансамблях, и в бендах, и у него своя есть собственная карьера в театре, он играет, он в Шекспировском театре, играет как музыкант, он музыкальный директор разных спектаклей, и свой у него там ансамбль есть инструментальный, то есть у нас очень-очень много всего разного, и вместе, и отдельно. Насколько идышистская культура
культура вообще в Англии распространена, популярна, есть ли спрос, или вам надо искать все это за пределами страны? Ну, как сказать, есть, но факт говорит сам за себя. У нас большинство нашей работы происходит по Европе, очень много в Германии этой культуры. Не так легко, не так легко. Но, в принципе, культура в Англии – это вопрос очень сложный. Вот. Есть круги, очень посвященные, очень влюбленные в эту культуру, но эти круги очень узкие. Да. Как, собственно говоря, и во многих других местах. Да. И в этом отношении вот наш сегодняшний другой гость, доктор Шмуэль Ацмон Вирсер, находится в некотором, так сказать, привилегированном положении, потому что в Израиле, особенно в последнее время, не сразу это началось, с идышем «спасибо, все хорошо». Или вы считаете, что нет, не так хорошо, как хотелось бы? Точно, не так хорошо, как хотелось бы и как полагается. Это еще важнее. Ну как? Да, почему? Потому что идиш, культура, язык, это не только культура, международная культура. Идиш, культура идиш имеет в себе два важные элемента, которые мы, евреи во всем мире, не должны помнить. Идиш, это был первый интернет 1000 лет тому, когда еще об интернете не думали. Два еврея встречались и говорят: «Шалом алейхем». Что отвечал еврей? «Алейхем шалом». Уже был язык из Англии с евреями в России могли договориться на языке идиш. Это был язык, который обобщал в течение сотни лет. Это главное. И не только то. Это язык сделал культуру еврейскую перед всеми другими языками. Даже перед ладино и перед другими. Ладино начало 500 лет тому, а идиш начал 1000 лет тому. И под идиш писали уже в 11 веке. Понятно. В 12 веке. То есть ладино имеет более узкую территорию распространения. Не только то. Значит, 18 век, 19 век это был большой ренессанс, написали столько хороших книг, сколько хорошую литературу и драматургию, что все народы отобрали дибука. Ведь дибук они играют только на идиш, хотя он был написан по-русски, переведен на идиш. И вообще, культура идиш имеет еще одну важную, по-моему. Она была victim, как говорит по-русски. Жертвой Холокосту. Да. Она была, значит, культура и язык. Потому что люди ходили в эти газовые камеры, на идиш кричали «таты», «мамы», а не «папа», «мать». И память этой холокостной находится в этом языке. И пока этот язык будет жив, эта культура будет жива, нельзя было вымазать память. Но сейчас, как мы знаем, идет совершенно феноменальное возрождение этой культуры. Да. То есть попытка ее вернуть, и она очень успешна. И вчера, например, вот мы с вами, Полина, в это время опять где-то репетировала или выступала, а мы-то с вами были на очень интересном симпозиуме, где, в частности, там рассказывали. И сегодня, друзья, вы еще можете успеть, если вы приедете хотя бы на вторую часть этого симпозиума, потому что он сегодня заканчивается, он проходит в Музее еврейского наследия Battery Place, дом 36. Это рядом с тем местом, откуда уходят кораблики смотреть на статую Свободы. И этот прекрасный музей с видом на статую Свободы, что очень символично, он как раз проводит основное количество этих событий. И прекрасный был симпозиум, который был как раз посвящен культуре языка идиш, и в частности огромному проекту библиотечному, где собраны все возможные, когда бы то ни было, книги, изданные на языке идиш. Все это дигитализировано, и можно пойти на сайт
и бесплатно читать, если вы знаете язык идиш. Но я хочу сейчас опять вернуться к Израилю и к вашему театру. Когда вы решили, что нужен театр на языке идиш-шпиль, и почему и как вы находили людей, насколько это было легко и так далее? Я расскажу Расскажите вам об этой истории. Очень циничный рассказ относительно культуры идиш. К 125-летию смерти Шолома Алейхема я и мои два друзья сидели в Габиме, мы актеры Габиме. Я смотрел, в Израиле не упоминают идиш, не упоминают Шолом Алейхема. Да, все на хибру. И все, нет, даже на ивру нет. Все, нет, как будто нет. Это меня так разрушило, что я решил, надо что-нибудь сделать. Так я вернулся в Габиму, и мне сказали, знаешь, что хочешь сделать? Я говорю, сделаем читание. Значит, при столе нас троем. Мы втроем назывались Шмуэль. Был Шмуэль Руденский, Шмуэль Сегал, Шмуэль Ацмон. И тогда мы назвали «Маленькие люди, три шмулика». И мы прочитали. Так началась моя... Предварительные чтения такие были, да? На идиш. Я могу сказать, zwischen den Typen, wo es das jüdische Volk hat herausgegeben von sich, gefunden sich als solche, wo sie gehen weg von uns, wo starben ab. Schreiben wegen Lebendige, ist ein Vergnügen. Так, теперь надо сказать по-английски, по-русски. Между этими типажами еврейскими находятся маленькие люди. Да. Писать про маленьких людей – это счастье, а писать их смерть – это еще более мицва. И мы этого начался этот спектакль. Отыграли 3 спектакля, и так разошлось, что после этого мы отыграли в течение 15 лет 900 спектаклей по всему миру, и здесь даже в Америке. И от этого началась моя идея возвратиться к идишу в театре, Я потому что очень смотрел, богатая и все культура мне говорили, театральная. Все мне говорили, идиш вымирает, уже не будет идиш. Это меня так болело. Я говорю, я докажу, что есть идиш и будет идиш. И оказывается, что мы это сделали. И сейчас у нас 25-летие нашего театра. И в течение 25 лет мы отыграли 120 разных спектаклей. От Шолома Алейхема по Ицхак Мангера и Башевич Зингер. You name it. Да. И отыграли 30 международных Фестивалей. не только идишевской культуры. Мы играли, самое главное, мой театр открыл снова, я должен рассказать для вас интересный, открыл снова малобронную театр Михоэлса. В 1991 году Вы были приглашены туда? мы были приглашены через Мишу Глуза, в Имен он приедет к нам, а мы к нему. И я сказал, только в одном зале я буду играть, на Малобронной, где был Гассет. Он говорит, слушай, все билеты не могу, если не можешь, я не приезжаю. Оказалось, что он смог. Я никогда не забуду этот момент, когда мы сыграли премьеру. Продано все, сидела в зале внучка Белла Кауфман. Приехала из Америки. Белла Кауфман, да. А мы играли внучку Шолома Алейхема. Шолом Алейхема «Швер zu sein Аид», тяжело быть евреем. Или написано было «Кровавая шутка», кто знает это. И кончился спектакль, овации, standing ovations, и вдруг старик с палкой в руке влез на сцену, вынял газету, и на газете была фотография Михоэлса, и на идиш сказал «Шлойме, идиш лейбт вида». Да, Значит, еврейский идиш живет. И так мы уже играем по всему миру 25 лет, и в Израиле каждый год отыгрываем 4 новых спектакля, и в течение каждого года мы имеем
230-240 спектаклей играем по всему Тель-Авиву. И у нас есть очень много публики, приехавших из России. Последние 10 лет мы играем с переводом на русский язык. Да, и даже вчера я видела, у вас там есть строчечка на русском языке, строчечка на английском, но я, кстати, убедилась, глядя на эту бегущую строчку, что поскольку этот спектакль идет на смеси иврита и идыша, Да. то это очень насыщенные языки, потому что ты не успеваешь следить за переводом, все так быстро. И вы правы, переходит. потому Очень много смысла в каждой фразе. И что важно сказать в нашем театре? О будущем. И я думаю о будущем еврейской культуры, я думаю о будущем нашего театра, поэтому я очень рад, что мы привезли сюда молодежь нашу. Да, молодых исполнителей. Потому что всегда спрашивали меня, слушай, ведь это же язык уходящий. Ты старик уйдешь, другой что уйдешь. Будет дальше, Я всегда сказал, я докажу то, что есть будущее. Будущее будет под одним словом. Если будут молодые люди на сцене и молодые в зале. И это оказалось. Да, и даже вчера я видела, хотя не сразу, как говорится, народ, но был полный зал в этом, как раз в музее еврейского наследия, там большой довольно-таки зал, было полно народу, было очень много молодежи, были люди всех возрастов и всех поколений, и это было совершенно замечательно. Но на сцене творилось что-то великолепное, совершенно, это были песни, это была очень интересная композиция, посвященная еврейской еде. И через еду фактически вся история народа, история отдельных семей, семейных отношений, гонений, преследований и так далее. Самое главное, что имеет в себе язык идиш, извините, я должен оправдать мой докторат, который имеет в себе язык, это юмор. Да. И этот юмор... Это уникальный в этом отношении, идиш абсолютно уникальный язык. Ни один язык в мире не имеет такого количества оттенков юмора. И поэтому, когда ты играешь пьесу, например, мы играем, я должен припомнить, что мы играем, сейчас приготовляем уже вторую пьесу Нил Саймона. И мы перевели это на идиш. Поверьте мне, что на идиш это лучше, чем на английском. Потому что, наверное, когда он писал, у него в голове был язык идиш, который он знал. Его агент был в пьесе, которую я ставил 10 лет тому, он приехал и посмотрел, говорит, слушай, ведь это лучше, чем по-английски, говорит. Это так смешно, потому что находится в языке, в идишевском языке находятся все оттенки и все языки. Вы знаете, что Башевич Зингер, большой нобелист идишской культуры, идишской литературы, сказал, что идиш имеет в себе все языки. И немецкий, и русский, и польский, и болгарский, и румынский. Говорит, на идиш я скажу. Идиш за коммунистический sprach. Это язык коммунистический язык. Was heißt, was ist mein, ist mein. Was ist dein, ist euch, ist mein. Что мое, это мое. Что твое, тоже мое. Друзья, первую часть нашей программы я хочу закончить фрагментом из спектакля «Монологи пищеварительного тракта», который, я надеюсь, может быть, он еще приедет сюда. Вообще у меня такая большая надежда, что все театры, которые приехали и из Польши, кстати, завтра днем еще можно успеть посмотреть спектакль из Варшавского театра, мюзикл на идыше о Шагале. «Бонжур, месье Шагал». Я хочу сказать еще одну вещь, должен сказать. Я был на многих фестивалях. Но то, что Брайна Вассерман и... экзекутив директор театра Фольксбина. И ее помощники, Залман Млотек. Залман Млотек. Моша Розенталь. Мы должны всех их упомянуть. Сделали что-нибудь такого, что я должен сказать шапо. И я приглашаю вас прийти на очень хороший спектакль Дибука
20-го, в субботу вечером. Мы еще не прощаемся. Нет? Хорошо. Зайдешь еще не будьте здоровы, мы еще не уезжаем, как говорили. Bei мы тоже говорим, sei man noch nicht gesinnt, man fährt noch nicht. Да, Еще не уезжаем. но все-таки, да, вот мне говорят, что надо уходить на рекламную паузу, но после рекламной паузы мы покажем фрагменты из монологов пищеварительного тракта, где много музыки, и мы попытаемся вам это все перевести, после чего мы продолжим нашу беседу с Полиной Шеперд, которая выступает вечером 18 июня в Joyous Pub. Это такое кабаре, кафе в публичном театре 425 Лафайет-стрит. Концерт начинается в 7, и она будет петь свои песни, она будет петь другие песни, все это на идыше, плюс ее замечательный муж, как вы слышали, уникальный совершенно английский кларнетист, специалист по клэсборской музыке, может быть, самый главный еврейский кларнетист в Англии. И это все будет 18 числа. А пока рекламная пауза. Не уходите. Улыбнитесь. Вашу очаровательную улыбку, а также консультацию или лечение с применением новейшего оборудования и передовых технологий вы можете получить у доктора Татьяны Король. Стоматологическая клиника Татьяны Король. Стоматология высоких технологий. 3049 Ocean Parkway. Телефон 718 333 11 44. Раби Нахман сказал, весь наш мир – это очень узкий мост. И самое главное – ничего не бояться. Не бояться сочувствовать, не бояться помогать, не бояться быть щедрыми. Невский, Яблоков. Детский сад Непоседы лучший на Брайтоне, а может и не только. Ну где вы еще увидите оптимальное сочетание домашнего уюта, бабушкиной еды, дедушкиной любви и качественного преподавания русского языка и математики? А утренники и пиццы по пятницам? Не верите? Приходите и посмотрите. Детский сад Непоседы. Ну что еще нужно ребенку, чтобы достойно встретить школу? Так будьте здоровы, живите 120, и чтобы к врачам не пришлось обращаться. А если придется искать к ним дорогу, вам в центре врачей Кагановских помогут. Чтоб долго в диагнозе не сомневались, возьмут все, что надо у вас на анализ, и вылечат хворь и любую заразу. Всех, кто придет в Ocean Medical Plaza. Ваша последняя надежда не умирает. Врач-кардиолог Рон Стивенс дает вам шанс на жизнь. Знаете почему? Высокий профессионализм, многолетняя практическая деятельность, научные труды, преподавание в лучших школах Большого Нью-Йорка в сочетании с великолепными человеческими достоинствами, чуткостью и вниманием, терпением и уважением к пациентам. Вот основные качества доктора Рона Стивенса. Ocean Medical Plaza – золотой ключик к вашему здоровью. Еще раз добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня исключительно интересные гости. Все благодаря замечательному фестивалю Culture Fest NYC, который проходит сейчас в Нью-Йорке только по 21 число. Этот вот у меня в руках исписанный буклет этого фестиваля, вот такой вот, видите, какой толстый. Тут огромное количество событий, и я пыталась отметить и запомнить, где что происходит. Главные события фестиваля проходят в Joyous Pub, публичный театр рядом с метро Астер Плейс, 8-я улица, а адрес такой 425 Лафайет-стрит. И там каждый вечер выступают певцы, клэсборские группы, иногда по 2 сеанса в вечер. И моя сегодняшняя гостья Полина Шеперд вместе со своим мужем будет выступать 18 числа в этом самом Joyous Pub с 7 часов вечера. Причем я, например, получила бездну
удовольствия и интереса, потому что, оказывается, гигантское количество, огромный репертуар создан на языке идиш. И поэтому мой первый вопрос сейчас к Полине, и он связан именно с репертуаром. Вы мне сказали, что вы многое пишете сами. А насколько вы обращаетесь к историческим слоям, к старым песням? Ну, как, у меня вся моя история любви с этой культурой началась с фольклора. Сначала меня увлекали израильские песни, я думала, что идиш это что-то такое местечковое и простое, как в России до сих пор многие думают, к сожалению, стереотипное понимание. А потом я услышала Адриану Купер, которая активистка, которая здесь работала в Workman Circle, она выступала к сожалению, по всему миру. она умерла. Это мой учитель с большой буквы, это человек, который заставил меня плакать и который меня просто поставил на рельсы вот этой культуры, и она привезла Она приезжала в Россию, она преподавала у нас, она была одним из вот этих вот 5 звезд, и Залман Млоток, они вместе приезжали, с Залман Млотоком, и она пела народные песни, которые у меня в книжках были. Я вот на эти книжки смотрела, мне казалось как-то, это музейно, неинтересно. Да, чужое. Но она пела это как живое. Она пела, а у нее была такая замечательная, она гениальный человек была, она как будто бы пела для каждого конкретно в зале. И народные песни с простым текстом. Любовь. Солдаты ходят в армию. И она пела это настолько живо, глубоко до слез, что я бегом поехала домой и нашла свои ноты и стала все это аранжировать для вокального квартета. У меня был вокальный квартет Ашкенази, мы пели акапелла на 4 голоса. Мои девочки и парень все тоже увлеклись вот этими песнями, и мы начали с того, что мы пели народные песни, которые мы могли находить на пластинках, которые мы находили уже, интернет тогда начался, книжки, которые Млотоковская, Хана Млоток, мама Залмана, Млотока. вот мы только что отпели трибьют для нее, она собрала, и вот к этим коллекциям, естественно, это было первое, на что мы обратили внимание, все эти песни перепели, все, что можно. 4 эти книжки, 3 книги, и еще наша антология еврейской музыки в Петербурге была выпущена нашими энтузиастами в 2001 году. Вау. Вот. И у нас там тоже уже началось это движение новое, молодые люди едут, собирают материал. Вот. И это мы все, у нас есть такой замечательный Аркадий Гендлер в Запорожье, которому сейчас, по-моему, 94 года, и его первый язык идиш, второй язык румынский, и он из Бессарабии, и он сочиняет песни, он помнит, он говорит, что он знает автора «Тумбалалайки». Зелика Бердичева, он знает оригинальный изначальный текст, который этот текст у нас научил. Да, то есть, конечно же, это база. Это база. Прежде чем двигаться дальше, ты должен узнать, о чем это. И не только тексты песен, и не только ноты, но и историю культуры, весь контекст, в котором эта культура жила. Иначе нет смысла, иначе, не знаешь, откуда ноги растут. То есть, естественно. Что вы будете петь 18 числа? Честно говоря, мы разработали программу, мы или вы пишем перед тем, как мы идем на сцену, причем то, что написано, оно очень часто меняется по ходу дела, потому что это живое общение с публикой, ты чувствуешь, что нужно следующим номером. Мы очень много импровизируем. То есть у нас есть какие-то такие основные пункты концерта, мы очень часто играем без остановки, из песни в инструментальный номер, из инструментального в песню. Может быть, я спою парочку песен на русском языке тоже, своих, но они как-то базируются на народной культуре, идишской и русской вместе. Вот. И будут песни на идиш классических поэтов, которые я написала музыку, вот, и будут песни, парочка песен, которые я сама на идиш, со своим очень ограниченным идишем написала стихи, вот, и много инструментальных композиций, которые мой муж сам тоже сочинил в стиле клезморской музыки, и это все мишмаш с нашим world music thinking. Да, мировым, интернациональным мышлением, конечно. Все вместе, И это очень хорошо должно вписаться в атмосферу Joyous Pub. Очень хорошо. Но, друзья, если даже вы не имеете интернета, вы можете просто поехать туда. Вы можете поехать туда сейчас, вы можете поехать туда днем, там касса открыта. И вы там купите билет, чтобы быть уже уверены, что вы попали на этот вечер. А заодно там же, может быть, есть вот этот буклет. Все эти буклеты лежат в Battery Place 36, это там, где находится музей еврейского наследия, в даунтауне Нью-Йорка, Манхэттена. Это очень красивое место. Придите туда, просто зайдите в фойе, и там возьмете буклеты, если у вас нет интернета, вот смотрите, и тоже можете купить
тут же билеты на какие-то события, которые проходят в этом музее. Там очень хороший концертный зал, и там будут продолжать идти спектакли. Я обещала вам дать фрагмент из Идешпиля, и мы сейчас это сделаем. А вы можете собираться с мыслями и звонить 201-461. Вы можете посмотреть Идешпиль, приезжайте в Тель-Авив. Ну, это потом. А сейчас давайте посмотрим этот фрагмент. In the most Ой, multicultural city это in the совсем не world, то, что я there's хотела. nothing we like more than celebrating our heritage. Друзья, Join это, the к сожалению, Culture Fest не NYC, та the запись. International Jewish Performing И Arts это запись, которую здесь мэр Ди Блазио приглашает публику на Join the Simcha. на этот фестиваль. Больше нету записей? Вау! Тогда мы попросим, может быть, дать сейчас людям возможность позвонить, а за это время, возможно, наш замечательный Игорь Функ найдет Идешпиль, монологи Кишки, и найдет это на Ютубе и сможет нам помочь. Возможно это сделать? 201-461-1384. Звоните, задавайте свои вопросы. У меня вопрос к вам, Шмуэль. Вы начали говорить немножко про Дибук. Да. Этот спектакль привозит сейчас, 20 и 21 июня, его будет играть канадский, монреальский театр имени Доры Вассерман. Дора Вассерман основала этот театр, по-моему, в конце 50-х годов, я не помню. В 56-м, мне кажется, 7. И он с тех пор существует и очень много и интенсивно работает, а ее дочь сейчас возглавляет театр Фольксбине, а театр Фольксбине, в свою очередь, отмечает столетие, и именно в связи с этим столетием, которое отмечается в этом году, театр устроил вот этот грандиозный, уникальный фестиваль еврейской культуры. Итак, вы как специалист по идышу, по культуре идыша, по театру идыша, да. Какую роль Дибук сыграл в формировании, может быть, следующих поколений или еврейского театра, или еврейского мышления? Во-первых, Дибук сыграл роль восстановления народного театра в языке иврит. Значит, это надо познать, что в 1917-18 году, когда актеры не говорили на иврит, они говорили на русском и на идиш, играли Дибука при режиссуре Вахтангова. Вахтангов сделал этот спектакль по рассказу Станиславского. И в этом спектакле дано... То есть Станиславский рассказал об этой пьесе? Они вернулись, коллектив Габима вернулся к Станиславскому, который их учил, и сказали, нам нужен режиссер. Так он взял Вахтангова, и они с ним сделали. Этот спектакль, по-моему, этот спектакль, первый спектакль на иврите, дал Дибуку такую международную славу, что я думаю, что нет хорошего театра в мире, который в последние 50-60 лет не сыграл бы Дибука. Нет такого. Я, должен признаться, имел честь и сыграть в этом Дибуке в 1953 году. Я был принят, когда играли Дибука в Израиле, по всему миру, тогда уже 600 раз. А сыграли его более чем 1000 раз. Этот спектакль играли во всей Европе. И в Дибуке есть что-нибудь очень мистизм. И есть в Дибуке очень много чувства еврейского, your personality as a Jew. Значит, идентичности. Да. Сейчас это говорят, есть такое модное слово идентичность. Идентичный. Еврейский и характер. Поэтому я знаю, что Дора Вассерман
которая ставила этот спектакль. И она делала ее, кажется, 18 лет тому тоже. Очень хороший спектакль. Я думаю, что... Вот этот спектакль, кстати, друзья, он будет идти в театре, в центре, вернее, который называется Abrams Art Center. Очень простой адрес, 466 Grand Street. Это East Village, это те самые места, куда приезжали евреи-мигранты еще в начале 20 века. Звонки пошли. Юлия из Вашингтона, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел сказать, что в Нью-Йорке жил большой специалист идишной культуры Хайм Бейдер, который кончал техникум на идиш, институт на идиш, и всю долгую жизнь занимался идишной культурой. Поэт Хайм Бейдер, он написал песню на русском и на идиш о воспоминании о еврейском местечке, связанные с Холокостом. Есть ноты этой песни, есть стихи, есть... Если это все есть, то оно точно есть в архиве идишского этого книжного центра. Этот центр, да, кстати... безусловно, его Ева все передала кстати, в этот спасибо, самый... спасибо. Есть у меня. Спасибо! У нас следующий звонок. Я только хотела сказать, что центр книжный находится в Амхерсте. И если вы пойдете на интернет, друзья, то вы там очень интересный веб-сайт, который как раз называется, вы можете найти Yiddish Book Center. Да. Вот этот центр еврейской книги, и там вся информация, найдете все, что вам надо. Следующий звонок, Михаил из Нью-Йорка, говорите, пожалуйста. Алло. Да. Ну, я хочу... Михаил из Квинса. Алло. Сколько людей смотрит этот, сколько лет уже смотрят и никак не могут запомнить, что надо выключать телевизор и говорить в трубку, в телефон. Говорите, мы вас слушаем. Алло. У меня вопрос, Майя Приска. Hello, вы меня слышите? Мы все слышим, только вы у нас время забираете. Да, да, вот что я хотел сказать, да, что подавляющее большинство телезрителей, радиослушателей, в основном евреи. Но в ваших передачах один мизер про еврейство. Все остальное русское. Так. Ну вот сейчас же вот, не русское, вот сейчас не русское, Михаил, что вы хотите? Каждый почти день у нас появляются так или иначе какие-то фрагменты, связанные с еврейской культурой. Но, Михаил, если вы еврей, это еще ничего не значит. Это не значит, что нет людей, которые смотрят нашу программу, которые интересуются русской культурой, или украинской культурой, или литовской культурой, или мировой культурой. Мировой культурой. И вы не забывайте, что вы живете в Америке, которая является очень интернациональной страной. Я вам желаю жить в стране интернациональной. Вы со мной согласны, Полина? Вообще, идиш тоже интернациональный, имеет абсолютно. И русский, и украинский, и все. И румынский, и немецкий корни. Мы же живем все связанные друг с другом в одном мире. У нас еще два звонка. Роза из Нью-Йорка, говорите, пожалуйста, говорите быстро, четко, потому что за вами еще очередь выстроилась. Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо, огромное спасибо за вашу передачу. Мне 60 лет, но я знаю идиш очень хорошо благодаря моей бабушке, и понимаю, мне не надо переводы. Еще раз спасибо большое. И я хочу уточнить, Джойс Паб, адрес? 425 Лафайет Стрит. Это в Манхэттене, рядом с метро Астер Плейс. Туда можно доехать на 6-м трейне, если вы живете в Нью-Йорке. Многие автобусы идут туда. 425 Лафайет Стрит. Спасибо, Роза. Следующий звонок у нас, я забыла, Владимир из Сан-Франциско, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Биробиджана там родился, учил еврейский язык в школе. И хочу вам сказать, что идиш не умирает. Я, например, помню гимн Советского Союза на еврейском языке.
могу даже петь. И думаю, что я остался один вообще в мире, который это знает. Спасибо. Ну, может быть, еще найдутся люди какие-то, которые знают гимн Советского Союза на идыше, потому что они тоже жили в Биробиджане, но действительно не умирает, и мы находим этому очень много свидетельств. Театр «Идыш-шпиль» в Тель-Авиве – это единственный театр в Израиле, который играет на идыше? Это единственный театр, который играет на идиш, и единственный художественный театр. Что вы имеете в виду? Вот в том-то и дело. В Израиле в течение всех 70-летий Израиля не было дня, который бы не играли на идиш. Но это были все такие коммерческие театры, которые не имели поддержку правительства, которые подход не был совсем художественный, а был подход, так сказать, для кассы. А для кассы всегда идут на компромиссы. Да, обязательно. И поэтому и он вымер. Значит, когда мы начали наш театр, уже люди потеряли охоту идти в этот театр, потому что в Израиле есть очень много театров на иврит, с хорошими актерами и так далее. Но и они не верили, что можно на идыше тоже хорошо играть. В том-то и дело. Мы сегодня считаемся между 5 ведущих театров Израиля. Габима, Камери, Бетлесин, Гешер, Идиш-шпиль. Значит, у нас есть и школа, мы учим молодежь, чтобы говорили на идиш. При театре есть школа, да? При театре, это студия. И стараемся, чтобы был будущий художественный театр в Израиле. Даже, я не хочу так повторять, может, но называют наш театр «Госет на идиш» в Тель-Авиве. Замечательно. У нас есть все-таки эта запись, я надеюсь, что это то, что мы хотели, и мы сейчас с вами ее посмотрим. Это как раз тот самый идыш-шпиль. Вот он. Монологи Мякишке. Монологи Мякишке. Это как объявляют это. Это был центр внимания всех телестанций. А вот фрагменты. Я скучаю по маминой кухне так сильно. Видите, костюмы 60-х годов. Смотрите, сколько молодых людей. А это трогательный очень монолог о бабушке, которая все время экономила еду. А это монолог собаки, которой не доставались объедки. А это воспоминания о брате убитом и о том, как, вспоминая его, все ели. То есть это еда через судьбы людей. אוכל הוא אהבה. יונקים במהות פרגוסן מתעגלי זה רגע שיוצאות הצלחות החד פעמיות הלבנות הפושטיות ממטבחון בית הכנסת נופלות כמעט מעומס פרוסות של קיגל אז אני מתמוטט. אני דתי אבל אני לא צדיק. Еду, которая так или иначе связана с какими-то очень важными семейными событиями. Там есть потрясающий эпизод, посвященный фаршированной рыбе, например. Или супу. טוב, אז קרה, אני לא מושלמת, תהרגו אותי, מגיע לי. Там есть трогательная песня о картошке, которая каждый день подается на стол. Ой, я питли! Так что, друзья, к сожалению, этот театр уже закончил свои выступления, но, как сказал наш сегодняшний гость, доктор Шмуэль Ацмон Вирцер, вы можете приехать в Тель-Авив и прийти на идыш-шпиль. У нас еще есть звонки. Следующий звонок. Марк из Бостона, мы вас слушаем. Да, слушайте,
Я вам спою песню по-еврейски, которую никто и даже Ацмон не слышал. Ну, давайте, только быстро. Was steig mir zu sorgen auf morgen, zu verlieren dem Eint und das Glück. Was steig mir zu trachten von Nächten, weil das Nächten kommt Kämmelnis zurück. Слышал, оказывается, он слышал. Я хочу ответить Спасибо, вам, Марку. если могу. Man darf trachten für Nächten in Versorgung dem Morgen. Надо думать о прошлом и стараться о будущем. Вот и это это очень важно. всегда была идея евреев. Да, и поэтому театры еврейские, все, которые сюда приезжают, Дибук — это, конечно, историческая пьеса, но все-таки они стараются делать новые спектакли на основе современной жизни. Следующий звонок. Клара из Нью-Йорка, мы вас слушаем. Клара? Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада этой передаче и очень вам благодарна за нее. И рада той высказанной мысли, что идиш не умирает. Я тоже об этом всегда очень сокрушаюсь. Но я хотела бы, чтобы такие передачи были чаще, и чтобы на этих передачах чаще звучал язык идиш. Большое вам спасибо. Между прочим, у нас есть передачи Ребе Кацина, который просто должен это делать. Ему карты в руки. Так что не накладывайте слишком много на меня обязательств. Но, друзья, наша программа, к сожалению, подходит к концу. Я хотела, чтобы мы ее закончили исполнением Полины. Вот та самая замечательная еврейская песня, которую мы не закончили давать. Но прежде я хочу еще раз сказать, вы очень хорошо отозвались на эту программу. Но еще будет лучше, если, по крайней мере, те из вас, кто живет в Нью-Йорке, пойдут и посмотрят, и послушают, и получат еще намного больше удовольствия, чем сидеть около телевизора, потому что они окажутся в группе единомышленников и людей, которые вместе с вами будут смотреть и слушать, и смеяться, и плакать. Еще осталось несколько дней. Кстати, 21 числа в Манхэттене на 46-й улице в районе 6-й и 7-й авеню будет еще фестиваль, называется «Вкус еврейской культуры». И там будут и музыканты, и еда, и разные другие мероприятия пройдут. И это будет в Манхэттене. Повторяю, центр всего фестиваля будет в Battery Place. Это музей еврейского наследия. Дом 36 Battery Place, это южная оконечность Манхэттена. Там можно достать вот эти вот буклеты, узнать расписание. Осталось всего 4 дня, чтобы посмотреть и послушать. Я рекомендую вам посмотреть также спектакли. Во-первых, да, еще Борис Ангвер написал пьесу очень интересную, и ее поставили во Франции. Театр из Австралии, по-моему, сегодня вечером выступает, да. Очень интересный, в Abrams Arts Center 466 Гранд-стрит. Я вам все адреса уже дала. В общем, идите, смотрите. Я прощаюсь с вами, я желаю вам самых больших успехов. И главное, мы желаем успехов в еврейской культуре. А сейчас поет Полина Шепард. So